организацией, с кем вы подписали соглашение. Хорошо? Мы соглашение не подписывали, наша задача только обучение. Так, давайте следующий слайд. И у нас еще получается из сотрудников Алмаз-Эргенбанка, сколько у нас было всего проектов, волонтерских проектов? 6, по-моему. 6. Вот нужно тоже их всех нужно оповестить. То есть, когда здесь заказ на это обучение было от Алмаз-Эргенбанка, и, соответственно, я так считаю, что рассылку, конечно, нужно делать банку. В следующий раз. Сейчас мы это все запишем, и тогда дальше ваша задача, чтобы они это обучение прошли, мы можем потом кинуть им какой-то, ну, как бы такое задание, да, для всех, чтобы они его выполнили на таком промежуточном этапе. Давайте следующий слайд. Следующий слайд. Угу. Так, ну, сейчас мы маленечко для наших слушателей сегодняшних и будущих все-таки про социальное проектирование скажем, потому что вы проекты свои составляли по форме, но очень важно понимать, что эти проекты, они конечны, у них есть цель и выделены средства, они достаточно большие, но все равно нам необходимо достичь некого результата. И про социальное проектирование я бы хотела участников Варвара, Татьяна и Лика. Напишите, пожалуйста, в чате, как вы считаете, что такое социальный проект. Хотя бы 1-2 слова. Это будет очень важно для нас, для того, чтобы понимать, что такое проектирование. У нас как бы единое понимание или нет. С точки зрения финансов это, наверное, одно, а с точки зрения социального проектирования это другое. Варвару, Татьяну попрошу написать 2-3 слова, что такое проект. И когда вы разрабатывали свой проект, о чем вы думали в первую очередь, это очень важно, потому что, ну вот сейчас мы будем говорить об отчетах, да, в отчете должна быть вот такая линия, как бы пронизана через весь ваш проект от начала, от стадии разработки до уже реализации, получается. Давайте напишем, что такое проект. Так, в чате напишем, мы ждем. Ждем. Так. Проект, который имеет социальное направление. Да, а если проект экологический? А если проект экологический? Тоже вопрос, да? Поэтому, да, конечно, социальное направление. Давайте следующий слайд. Но экология, другие направления и так далее, даже если мы проект называем социальным, он, в принципе, может быть экологическим. Он, в принципе, может быть, как вам сказать, направлен на волонтерское только движение, или в социальной сфере, или в сфере развития, допустим, семьи, детства, отцовства и так далее. Но есть у нас конкретное такое, мне нравится, например, определение фонда президентских грантов, что такое социальный проект. Это, конечно, комплекс действий и мероприятий. И вы, наверное, помните, у вас была табличка «План мероприятий» или «Календарный план», где вы прописывали, направленный на достижение конкретной цели и получение заранее запланированных результатов. В каждом проекте должна быть цель поставлена. И самое главное, вот когда мы будем говорить про отчеты, это, конечно, про результаты.
для изменения существующей социальной проблемы. Мы с кем проходили обучение, для кого проводили, мы говорим о том, что нет проекта, если нет проблемы. Если просто так потусоваться, собраться и пожарить шашлыки и разойтись, это, конечно, не проект. Это просто встреча друзей, соратников, партнеров. Но мы должны с вами встречаться для того, чтобы решить конкретную проблему с какой-то целью. Мы проводим этот флешмоб, акцию или поход, да, для того, чтобы помочь выпускнику детского дома в самостоятельной жизни. Например, проект ограничен ресурсами, временем, территорией, командой. Следующий слайд. Следующий слайд. Да, и какие советы от единого ресурсного центра? Ну, это при проектировании и даже когда вы подписываете соглашение, победители, сами волонтеры, некоммерческие организации, очень важно посмотреть, что мы подписываем. Очень важно в составлении сметы планировать. Очень важно в календарном плане несколько раз просчитать, а мы действительно в эпоху, когда вы писали свои проекты, мы, конечно, не говорили про пандемию, ковид и так далее, но мы должны наперед просчитывать все, в том числе форс-мажоры. И если у нас проект на небольшое, ну, допустим, на 3 месяца, значит, мы должны четко понимать, что мы успеем провести мероприятие от начала до конца. Но дальше вообще проект – это общность людей, это когда действительно есть партнеры, соратники, волонтеры, эксперты, когда есть люди, к которым можно обратиться, когда есть возможности для того, чтобы сообща решить, и вообще в одиночку проект реализовать невозможно. И аналитический отчет, документы, фото, ссылки, издания. Вот волонтерам, казалось бы, вам выделили сумму на проект, и вы в конце, в ноябре отчитаетесь. Но нет, это нужно будет подтвердить фотографиями в соцсетях, какие-то ссылочки, возможно, в СМИ, на сайте Алмаз-Регионбанка, желательно поставить на сайте партнеров. Это все, что касается аналитики. А финансовый отчет – это, конечно, первичные отчетные документы, договора, акты, это УПД, различные подтверждающие документы для НКО, еще и платежные поручения. Ну и всегда бывают форс-мажоры. Мы сейчас попали в такие форс-мажоры, что фактически мы 3 месяца точно находимся в закрытом, в онлайне, не в офлайне. И у кого были проекты, которые в июне, значит, на природе, объединяясь, что-то делают, какое-то мероприятие, конечно, будет сложно реализовать. В этом случае звонок, письмо в банк, в ресурсный центр и так далее. Следующий слайд. Так, ну, идеальный проект – это уже для того, чтобы понять, почему вообще через проектирование сейчас идет. Не только Алмаз-Регионбанк объявляет конкурс проектов, Норникель, Росал, значит, мы знаем, Объединенная металлургическая компания, Северсталь, другие, Сибур объявляют именно конкурс проектов, они раздают деньги физлицам, скажем, если это не волонтеры, не корпоративные волонтеры. Почему это делается? Потому что, в принципе, проект – это всегда дешевле. Проект – это всегда, мы говорили, он конечно ориентирован на результат. Его легко можно тиражировать, допустим, в зоне присутствия банка. Он имеет значение, выходящее за местные границы, вовлекаются другие организации, партнеры, идет такое мощное движение. Мы не решим проблему с вами, но содействовать решению проблемы мы можем. Методы, они оригинальны, дешевле, обычно используемых в настоящее время. Если мы возьмем методы социального проекта, допустим, некоммерческой организации Харысхал или фонд «Семья для ребенка», и методы государственного бюджетного учреждения, социально-реабилитационный центр, вы как финансисты, банкиры точно увидите, что это будут в десятки раз отличаться именно бюджетирование, потому что это будет действительно дешевле,
Ну, я не буду говорить стопроцентно, что эффект будет больше, но, по крайней мере, сейчас государство переходит на именно проектирование, на проектное управление, на проектные офисы и так далее. Дальше основан на развитии самопомощи. Ну, можно не возвращать, но этот слайд можно к следующему перейти. Что значит основан на вовлечении волонтеров, наставников и самопомощи? Почему? Потому что очень важно понимать, что идеальный проект – это когда волонтерами становятся ваши благополучатели. Например, проект волонтеров Алмаз Регионбанка направлен на поддержку детей с инвалидностью, и расширяя этот проект, дети с инвалидностью из ОВЗ сами становятся волонтерами и начинают оказывать услуги, участвовать в мероприятии не как благополучатель, а как организаторы. Вот тогда это высший пилотаж, вот тогда это идеальный проект. Специально поставили этот слайд для того, чтобы развиваться и понимать, что дальше будет, возможно, интереснее, лучше и так далее. Так, значит, составить финансовый отчет у вас есть приложение к положению о конкурсе, приказам, и, в принципе, вот такая преамбула, общая информация, она абсолютно идентична как для волонтеров, так и для некоммерческих организаций. Нужно прописать себя, наименование проекта, номер, дата договора, ну, в данном случае у вас, насколько я понимаю, с НКО соглашение, дата составления отчета, отчетный период, территория реализации проекта. А надо сказать, что было подано 37 проектов со всей территории зоны присутствия Алмаз Регионбанка в Республике Саха-Якутия. Контактное лицо, как можно связаться, телефон, адрес электронной почты и общий объем финансирования проекта за отчетный период. Но я так понимаю, что у нас период отчетный будет один. Меня и поправит Дмитрий, если я ошибаюсь, но я понимаю, что у нас мы отчеты будем, точнее, Алмаз Регионбанк отчеты будет просить в конкретные сроки. Предусмотрено было столько-то рублей, фактически израсходовано столько-то рублей. И особенно для НКО мы предусматривали такой критерий, как софинансирование, то есть собственные средства, средства гранта. Следующий слайд. Здесь, собственно, вы можете с этой документацией полностью ознакомиться на сайте Алмаз Регионбанка, там, где вся документация о начале и старте конкурса, все было заранее разработано и согласовано вашим руководством. Как составить финансовый отчет для НКО? Здесь есть два раздела. Отчет о движении средств, наименование мероприятий проекта. Помните, да, в ваших календарных планах было чаще всего несколько мероприятий, и проекты обычно, они не проходят, эксперты занижают оценку, если в проекте всего одно мероприятие, допустим, один флешмоб, да, и, значит, встретились и разошлись, 1000 человек присутствуют, и, собственно говоря, на это были перечислены средства, и проект на этом завершен. Нет, конечно, мы с вами, вы точно прописывали, я сама являюсь экспертом вашего конкурса, видела, что это ряд мероприятий, чаще всего это бывает начальный этап, основной и заключительный этап. Перечислено средств банком столько-то, фактически израсходовано столько-то. И, конечно, есть расшифровка расходов, то есть по каждому мероприятию реквизиты платежного документа, это для НКО, еще раз повторюсь, наименование, реквизиты отчетных документов, дата, номер, подтверждающие расходы, договор, счет, это может быть акт выполненных работ, накладные, товарные чеки, расчетные ведомости, авиа, ЖД, билеты, посадочные талоны и так далее, и сумма расходов. И, ну, собственно, сумма платежей за отчетный период. У вас в соглашениях прописано, значит, все нюансы, если вы не расходуете средства, да, больше, понятно, вы не можете, но может так получиться, что будет экономия средств или
ввиду обстоятельств непреодолимой силы вы не смогли реализовать свой проект. Ну, тогда здесь нужно следующий слайд. В принципе, я прочитала в соглашении, что за 10 дней необходимо уведомить Алмаз-Эргенбанк о том, что есть какая-то проблематика с реализацией проекта, что вы не достигнете результата и что вы, получается, не израсходовали средства. Именно за 10 дней. Не в последний день сдачи отчета, да, вы предупреждаете, что у вас есть экономия, и позвольте нам ее расходовать на другие статьи расходов, например. А это нужно сделать заранее. Но вот как показывает сейчас практика, различные грантооператоры, практически все идут навстречу в эпоху пандемии. Фонд Потанина, Тимченко, фонд президентских грантов. Мы абсолютно все можем сейчас внести изменения в календарный план, можем внести изменения в бюджет. Конечно, мы новые статьи расходов не можем добавить, но перенести, сделать некую передвижку нам разрешают. И для этого дополнительное соглашение обычно разрабатывается. А что касается финансового отчета для добровольцев, волонтеров Алмаз-Эргенбанка, то здесь наименование мероприятий, перечислено средств банком столько-то, фактически израсходовано получателем столько-то, и все такие же документы, которые вы так или иначе будут подтверждать, вот и ваши расходы вы прикрепляете. Итого, и в конце следующий слайд, не нужно не забыть поставить печать и подпись, это в случае некоммерческой организации, да, и если же вы инициатор проекта как корпоративный волонтер, вы ставите свою подпись. И вот если мы обратно вернемся, да, Дмитрий, спасибо, вот прямо много букв, я специально это сделала, это все взято, во-первых, из положения о конкурсе, а во-вторых, это все прописано в соглашении, подписано. То есть 3.1.2.2 за счет предоставленного гранта запрещается осуществление следующих расходов. Ну, банкирам абсолютно не нужно объяснять, что все расходы должны быть абсолютно целевыми, а значит, они должны совпадать с расходами, которые вы прописали в смете своего проекта. Но также бывают, вот у нас некоммерческие организации могут себе позволить некую вольность, деньги же поступили, и вот, допустим, мне сейчас нужно срочно приобрести, ну, допустим, у меня есть задолженность у организации, и эта задолженность снимается налоговой автоматически. И вот, конечно, никакое погашение задолженности организации, никаких вот сейчас избирательные кампании, допустим, или там участие в голосовании, перенаправление средств и так далее. А поддержка текущей деятельности организации, это для некоммерческих организаций точно не предусмотрена, заработная плата, аренда офиса и так далее. Прямая гуманитарная или материальная помощь, то есть речь идет о том, чтобы, допустим, в денежном эквиваленте кому-то оказать помощь человеку, попавшему в кризисную ситуацию. Это будет невозможно подтвердить документально, и я хочу сказать, что такие мощные грантооператоры, 11 миллиардов в год выделяет фонд президентских грантов, могу сказать, что они вообще не любят, когда за счет средств гранта идет, допустим, перечисление какого-то, ну вот опять же, какой-то суммы, денежной суммы из средств гранта физическому лицу в качестве помощи, в качестве поддержки и так далее. Это должно быть в виде услуг, это должно быть в виде товаров, и это должно быть все подтверждено потом выше перечисленных мной отчетных первичных документов. Ну, вы все это можете все абсолютно прочитать самостоятельно, потому что подпись стоит именно ваша. Давайте следующий слайд. И следующий слайд. Я думаю, что к аналитическому отчету мы попросим Дмитрия рассказать. И еще раз хочу обратить внимание, особенно сейчас, кто к нам присоединился,
а я вижу тут представителей некоммерческих организаций, присоединились. Кто опоздал, мы делаем сейчас запись нашего вебинара и абсолютно всем его разошлем. А для того, чтобы нам было проще и удобнее, и чтобы не было такого, что кто-то не получил, я прошу в чате отправить свою электронную почту сейчас тех, кто нуждается в записи вот этого вебинара. Как составить аналитический отчет, сейчас расскажет Дмитрий, но хочу какую преамбулу здесь сказать, что очень важно, да, не только финансово доказать, что вы реализовали проект успешно. Мы в самом начале говорили о том, что такое проект. Проект, он конкретно нацелен на конкретные решение поставленной проблемы, ряд мероприятий, и самое главное, проект – это достижение качественных и количественных результатов. Дмитрий, я прошу вас. Ага, так, спасибо, Ольга Анатольевна. Так, всем еще раз добрый вечер. Очень рад, что подключились, что люди добавились. Я так понимаю, значит, этого в принципе необходимо. И поэтому стараемся более подробно пройтись по понятию вот аналитического отчета. Вообще, как уже вот рассказала Ольга Анатольевна, как она уже сообщила, аналитический отчет, как и финансовый отчет, это достаточно важные формы к вашей проектной деятельности. Но в отличие от финансового отчета, тут дело вступает больше не сколько высчитывание, скрупулезное высчитывание денежных сумм или же там прикрепление определенных там документов, доказывающих ваши покупки. Здесь уже больше идет работа вашей головы, вашей мысли. Я обычно всегда делаю сравнение с дневниками, которые вот заполняли в детстве, личные дневники. И, собственно, когда вы были еще студентами, скорее всего, вы также заполняли дневники. Там примерно то же самое. То есть, смотрите, вам для начала надо будет описать ход реализации, собственно, программы. То есть в данном разделе описывается деятельность по выполнению всех мероприятий проекта с выделением особенно мероприятий, реализованных за счет средств Алмаз-Регионбанка. Ну и, соответственно, описывается фактическая деятельность в рамках каждого мероприятия, ее результаты с указанием конкретного количества измеряемых показателей, индикаторов проекта. И в этом вам могут помочь, получается, и волонтеры, специалисты, дети, может быть, организации. Здесь на картинках вы как раз можете увидеть справа вот, человека, который вот стоит с планшеткой. То есть, если ваше мероприятие направлено на такой вот массовый характер, допустим, проведение флешмоба или же посадка деревьев, или же, допустим, там этот субботник, то обязательно вам в помощи потребуется человек. Ну, в принципе, вы можете и сами это сделать, но все же вам потребуется человек, который будет записывать этих людей. То есть представление этих списков это будет необходимой частью. Вот, соответственно, вы пишете вот наименование мероприятия, описание реализации, сроки проведения, результаты и примечания. Соответственно, также вы делаете наименование показателя индикатора, единицы измерения, то есть получается количество человек, плановое значение, сколько вы планировали, как вы делали собственно, в проекте. Допустим, вы указали, что по проекту в заявке, что вы достигнете 100 человек, и фактическое значение, допустим, к вам пришло 120-130 человек. Вообще, достижение ожидаемых результатов описываются результаты пройденных через оценку достижения ожидаемых результатов проекта с фактическими показателями. Необходимо вам будет включить краткие выводы по результатам выполнения проекта за соответствующий отчетный период и прогнозную оценку ее выполнения в целом с учетом достигнутых вами результатов. Поэтому я вам рекомендую всегда при проведении ваших мероприятий, при реализации вашего проекта всегда обдумывать все ваши действия, все это фиксировать и
желательно, крайне желательно, во всяком случае, я лично советую вам все-таки вести как в отдельном блокнотике или в ежедневнике мысли и мероприятия, и все записи. Допустим, мы сейчас проводим с вами вебинар, мы уже, получается, за несколько дней начали вести записи в отдельном ежедневнике. То есть в данном случае вы, например, можете видеть вот такой вот ежедневник. То есть тут уже, собственно, ввелись записи о том, сколько человек мы примерно ожидаем, о чем мы будем говорить, какой у нас планинг, какие мы показатели должны будем реализовать, какие мысли мы должны будем передать и так далее и тому подобное. Э, и в ходе этих записей мы, соответственно, делаем определенные пометки о том, что если, допустим, мы прикрепим определенную картинку, которая будет нести конкретную мысль, то это будет, скорее всего, понятнее, чем если мы будем об этом очень долго рассказывать. Поэтому тут, например, собственно, стоит картинка. Вот, поэтому всегда фиксируйте свои мероприятия на фотоаппарат или же на камеру, благо современные телефоны могут позволить нам делать очень крутые, очень объемные фотографии на телефон, и все это вылаживать в своих социальных сетях. Все-таки имеется от этого несколько плюсов. У вас будет более, более богатая страница в Инстаграме, и, соответственно, когда вы будете отчитываться в аналитическом отчете, вы сможете, если что, оттуда выдернуть не только фотографии, но и записи и мысли. Самое главное, вам надо помнить о том, что проект, он растет от маленькой мысли и дорастает до определенных результатов. Поэтому всегда смотрите наперед, всегда думайте о том, что от вашего действия всегда придет определенный результат. Вот. И, соответственно, после того, как вы провели мероприятие, вы также в своем дневнике описываете всю ситуацию, с какими вы столкнулись, возможно, проблемами, какие особенности вашего мероприятия вы заметили, что, по-вашему, могло бы помочь реализовать ваш проект лучше, или же какие действия помогут вам в дальнейшем реализации подобных мероприятий. И весь этот вот как раз все эти данные и входит в ваш аналитический отчет. Самое главное вам помнить, что все эти отчеты, они сдаются после реализации ваших проектов, и сам срок реализации проектов, я напоминаю, проводится до 16 ноября 2020 года. Вы можете закончить ее раньше, и, допустим, у вас проект рассчитан только на летний период с июня по сентябрь, в принципе, согласен, но если ваш проект затягивается дальше 16 ноября, вам надо это в первую очередь обсудить с банком. Скорее всего, когда вы составляли соглашение, вы такие моменты уже обсудили. Прием аналитических и финансовых отчетов о реализации проектов проводится до 27 ноября. Далее они уже приниматься не будут, поэтому, пожалуйста, запомните эту дату как самую крайнюю. Очень желательно, как только вы реализовали все-таки, и как только вы закончили ваш проект, сразу написать аналитический финансовый отчет, потому что пока ваши знания и ваши воспоминания еще свежие, пока ваши эмоции еще держатся, лучше все это прописать, а потом уже спустя там неделю или две с более трезвой головой, как говорится, подойти к этому вопросу. И чем быстрее вы напишете, тем объемнее выйдет ваш аналитический финансовый отчет, и, соответственно, тем лучше вам будет потом отчитываться. Вот. У нас, собственно, я так понимаю, все. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Вы можете написать ваши вопросы в чате или же озвучить их своим голосом. Я там Да, видел... Дмитрий, спасибо. Я увидела 2 электронные почты, куда необходимо отправить. Но материалы еще, я думаю, будут. Да, вопросы вы можете и сейчас задать. Здесь есть представители, насколько я понимаю, именно тех подразделений Алмаз-Регионбанка, которые будут принимать отчетность аналитическую и финансовую. И здесь мы еще будем встречаться. У нас дедлайн получается ноябрь, но абсолютно точно я видела проекты, которые не рассчитаны до ноября.
срок проектов, допустим, я видела 5 месяцев, 6 месяцев, и, соответственно, не нужно ждать ноября. Как только у вас закончился проект, нужно будет сформировать отчет и его предоставить. Потому что не все проекты, вот когда я проверяла в качестве экспертов, абсолютно не все были рассчитаны именно до ноября. Потом, здесь нужно совместно с банком подумать о таких возможностях, и я уверена, что в соглашении этот пункт прописан, ввиду того, что если у нас будет, не очень бы хотелось, вторая волна коронавируса, кто-то у нас уже выбивается из графика, потому что у нас отсутствует режим онлайн, есть действительно указ главы Республики Саха-Якутия, что до 1 июля мы абсолютно с вами не можем, да, вести такую активность в офлайне, значит, вы пишете письмо в адрес банка о том, что, допустим, первый этап, первое мероприятие вы должны перенести на такой-то срок. Это абсолютно понятно. Еще, насколько я помню, в указе написано, что культурно-массовые мероприятия у нас тоже отодвигаются. Это даже не до 1 июля, а мы, например, свои крупные мероприятия и знаем, что органы власти, допустим, Министерство по делам молодежи, абсолютно передвинут сейчас такое мероприятие, как гражданский форум, различные большие мероприятия, и поэтому вот здесь тоже нужно ориентироваться. Активность такая большая, наверное, пойдет с сентября, и получается совсем небольшой период для исполнения наших мечт и наших проектов. Самое главное — это то, на что будут смотреть, это финансирование. Еще раз хочу обратить внимание на результаты. Если мы не достигаем результатов, если мы прописывали, что у нас будет 30 волонтеров Алмаз-Эргенбанка участвовать в посадке аллеи, посвященной 75-летию Великой Отечественной войны, значит, должно быть 30. И это все надо подтверждать не только фото, но и списками. Это обязательно. Если у некоммерческой организации детей с родителями должно было участвовать 100, а ввиду того, что были форс-мажорные или обстоятельства непреодолимой силы и приняли участие 50, об этом нужно уведомить Алмаз-Эргенбанк за 10 дней. Вот это нужно понимать. Но некоммерческие организации, здесь есть представители, которые участвовали в крупных конкурсах, получатели являются фонда президентских грантов, других министерств, ведомств, поэтому более-менее дисциплинированные и знают. Но новые организации, некоторым нужно вот эти вот встречи мы делаем для чего? Для того, чтобы мы убедились, что есть некие правила игры. Конкурс — это правила игры, и мы должны эти правила выполнить полностью от и до. Есть у нас вопросы, коллеги? Добрый день, Юлия. Есть, ага. Есть у меня вопрос. Вот Слушаем мы вас. подписали. Ой, не слышно вас, не слышно. Включите микрофон, пожалуйста. Мне почему-то отключается. Угу. Так, мы подписали вот соглашение с Алмаз-Эргенбанком, и почему-то смета, бюджет нашей заявки не прилагается. Я вот это не поняла. Это мы, значит, можем смету поменять? Получается, что смета, ну вот с моей точки зрения, возможно, представители Алмаз-Эргенбанка сейчас поправят меня. Я видела соглашение, да, оно такое именно о всех телодвижениях, которые в рамках реализации проекта. И там есть предложение, где некие такие штрафные санкции, если вы не исполнили и так далее, да, рассчитано в процентном соотношении. Но если ваш проект утвержден экспертной комиссией и приказом, соответственно, мы с вами понимаем, что именно эта смета и идет к финансированию. Я думаю, что, вы, наверное, хотите, чтобы как в фонде президентских грантов вот такой договор, и там все
на ключевые контрольные точки. Но Да. нет, здесь, конечно, у нас проекты не совсем большие, сметы, они утверждены, это все абсолютно зафиксировано протокольно со всеми экспертами. Мы ваши проекты видели практически все, а потом господин Табунанов лично проверял каждый проект и смотрел на каждую статью расходов и где были вопросы. Мы эти вопросы задавали заявителям и участникам конкурса. Поэтому я понимаю, что смета шаг вправо, шаг влево, расстрел, календарный план, проект, смету вы подписали, когда вы отправляли, да, на конкурс. Значит, если вас не просили письмом, как бывало иногда нас просили, помните, сократить наши расходы, урежьте, сократите и так далее. Если этого не произошло, значит, все по умолчанию идет ровно в рамках вашего проекта, где вы поставили подпись и печать. Но у меня оказалось в смете ошибки Так, арифметические по суммам. да. И поэтому там меняется. Вот я вот поэтому думаю, в соглашении, если мы не приложили эту смету, поэтому я могу откорректировать, чтобы правильно было. Я думаю, что вот у вас как раз есть уже, во-первых, старт, средства вы получили, правильно я понимаю? Да. Средства вы получили. В данное время, прямо сейчас, хорошо, что этот вопрос сейчас возник, а не в ноябре, да? Мне кажется, нужно написать письмо, приложить смету и поставить в известность, что вот произошла такая-то ошибка, что тоже, в принципе, возможно. Вот почему я сейчас, вот все больше мы являемся сейчас, как сказать, администраторами по формальному признаку грантов главы Республики Саха-Якутия. Там все заполняется онлайн на платформе OneClick Якутия. И там изменить ничего нельзя. И даже если вы сумму поставили больше, вас сразу же технически не пропускают. Меньше возможно, и мы видели такие проекты, совсем меньше, потому что люди подумали, что там в тысячах, а больше нет. И вот я все больше склоняюсь к тому, что технически это все сложно, но принцип одного окна. У меня есть предложение к банку следующий конкурс провести на платформе OneClick Якутия. Тогда там вот прямо все. И поменять ничего нельзя, и добавить ничего нельзя. И очень удобно онлайн экспертам смотреть проекты. Не на почте, а на портале. Юлия, когда вы будете отправлять письмо, пожалуйста, сделайте конкретные указания, где вы ошиблись, чтобы банкирам было легче найти, потому что в количестве ваших сумм и они, возможно, смогут потеряться. То есть, чем подробнее вы еще вот напишите письмо, вопрос. это было бы Расходы на бензин мы писали. Вот как их отчитывать? Как вы требуете? Это я беру подотчетную сумму, снимаю и прилагаю потом на топливо и так далее? Или как вот? И вот эти моменты мне тоже важны. Здесь, наверное, нужно, чтобы с банка кто-то ответил. Да, как вот будут эксперты? Да, мы тоже сталкивались с таким, да, когда мы тоже по работе заправлялись, и у нас тоже требовало какие-то документы. Они дают кассовый чек в автозаправке, они обязательно должны давать чек. Ну, тогда наличные, получается, можно же, да? Да, наличные. А софинансирование может у меня происходить из другого счета, не из Алмаз-Энергенбанка, а с другого счета? Да, по вашему проекту уже это как угодно, вы можете, наверное, привлекать финансирование, отчитываться конкретно вот по той сумме, которую выиграли у нас. Хорошо. Очень спасибо большое. Хорошо. Я рада, что есть вопросы и есть ответы. Еще кто-нибудь вопрос задайте, не стесняйтесь. А мне кажется, у волонтеров банка точно могут появиться вопросы. Может быть, не финансовой точки зрения, а с точки зрения именно реализации, исполнения и каким образом это все будет. Еще вопрос насчет логотипа Алмаз-Энергенбанка мы можем использовать, когда мы будем реализовывать, что поддержан грантом Алмаз-Энергенбанка, или как вот правильно, как
можно этот логотип нам получить на, ну, такой хороший логотип, который используется в полиграфии и так далее, чтобы мы могли в видео, в сюжет свой вставить ваш. Да, конечно, мы сразу всем НКО по электронному адресу отправим наш фирменный логотип, который используется именно для презентации. И вот какие слова там использовать, и какой хэштег использовать в Инстаграме, и вот в социальных сетях тоже хорошо было бы грамотно, чтобы... Хорошо, отправим. Угу. Спасибо. Для справки хочу сказать, что Юлия победитель именно федеральных конкурсов грантовых, и нас, когда мы приветствую, Наталья Егоровна, когда мы получаем гранты из федерального бюджета, но также из регионального, из муниципального, а теперь за счет средств бизнеса, банка, это нас очень дисциплинирует. И поверьте, когда нас проверяют, а мы, допустим, фонды подвергаются тоже аудиторской проверке, нас аудиторы отличают от, допустим, субъектов малого и среднего бизнеса, потому что по проектам мы стараемся отчитываться идеально. И если нам в соглашении прописано, что нужно именно формулировкой проект поддержан, да, Алмаз-Эргенбанком, тогда, значит, только так. А вот, допустим, у нас был грант фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Там в договоре было прописано обязательное использование логотипа. Мы приобрели 31 автомобиль для всех реабилитационных центров, и нам приходилось вот эти логотипы на клейкой основе прикреплять к УАЗикам. И они до сих пор, кстати, вот сколько лет прошло, они бегают, и это было обязательное условие. Если даже мебель, там тоже такой логотип на клейкой основе, это очень важно, это же реклама, во-первых, банку, да, это положительный имидж банка, это очень важно. И я надеюсь, что некоммерческие организации, кстати, в следующем вебинаре нам надо заложить, или может быть, даже представители Алмаз-Эргенбанка могут рассказать, как вы хотите, чтобы проекты были, как сказать, освещены в СМИ. Вот именно где должен размещаться логотип, всегда ли нужно это упоминать. И, кстати, одной из отчетной документации к аналитическому отчету это ссылки в СМИ, ссылки на видео, телевидение, газеты, ютубы, соцсети, и вот эти вот ссылочки потом, вот наша уважаемая Наталья Егоровна будет делать отчет по корпоративной социальной ответственности банка, она сможет использовать вот эти, согласитесь, ссылки в СМИ, да, в соцсетях и так далее. Это очень важный момент, потому что, собственно говоря, этот конкурс проводится не только для того, чтобы решить социальные и экологические проблемы на местах, а для того, чтобы сделать положительный имидж банка, привлечь клиента и доказать, что вы социально ориентированный банк с активной социальной позицией. Вот еще вопрос. Добрый день, добрый вечер, то есть, да, участники семинара, Ольга Анатольевна. Жалко, конечно, что сегодня очень мало участников. Все наши волонтеры были предупреждены. Не знаю, сколько у нас сегодня волонтеров? Вот было в начале двое. Таня есть, Татьяна. Ага. И больше никого нету вроде, как я вижу. Майя Аргунова только сейчас добавилась. Ага. Мы сделали, значит, запись. Эту запись необходимо будет разослать абсолютно всем. Да? Мы еще это зальем на YouTube. И ссылочку на YouTube поставим, и это будет тоже проще. И, конечно, вот пишут участники и победители, нужна группа WhatsApp. Да, обязательно нам нужна группа WhatsApp. Тут не надо, то у нас какие-то вот разногласия. Там Дмитрий что-то сделал, Вика что-то ничего там не смогла сделать. Да, вот. Хорошо, давайте мы сегодня прям создадим.
Ага. 2 администратора, Дмитрий и Лика, я думаю, будет хорошая группа. И следующие наши запланируем семинар и будем отправлять туда. У нас же будет семинар, да, следующий, когда будет? Обязательно будет, ну вот давайте подумаем, когда. Я думаю, что август, потому что июль точно, не знаем, насколько он будет активный, нам сложно сейчас судить, но мы планируем все свои ключевые точки, вот наш фонд перенес на сентябрь. Мгм. Хорошо. Потому что это реально. И мы понимаем, что активность будет такая в Ну, в августе проектах нормально. Ага. ноябрь. Вот сентябрь, ноябрь до дедлайна, о котором Дмитрий говорил. Обязательно надо группу создать, и вот вы очень хорошую идею подсказали, да, то, что надо вот под единым этим каким-то вот логотипом, брендом вот рекламировать, пиарить, да, вот этот конкурс под логотипом банка. Так что мы будем над этим работать. Вот, Хорошо, там прямо даже говорят, допустим, сверху правый угол не меньше, то есть как брендбуки, да? Не меньше. Да, как брендбук надо сделать, ага. И У нас картинка была, по-моему, конкурса, дизайнер наш создавал такую картинку. отлично, тогда ее нужно будет пользователям разослать, и они будут использовать в своих отчетных документах, а самое главное, вот в активности в соцсетях и в СМИ. Угу. Хорошо. Да, спасибо, Юлия, за ваши вопросы, потому что, да, нас дисциплинирует фонд президентских грантов. Там все очень серьезно. Ну, а для нас это наш первый опыт, первый конкурс получается, и тоже спасибо за замечания ваши и предложения. Хорошо. Последний Будем над слайд. этим работать. Дмитрий, поставьте, пожалуйста, чтобы наши... давайте следующий, мы не будем сейчас грузить нашими исследованиями, и следующий. Да, вот наш телефон, это телефон Дмитрия, если какие-то вопросы, да, НКО, все сидят в группах, и мы достаточно друг друга видим и знаем, есть электронная почта, есть сайт, Инстаграм, но вот телефон, это прямо вот администрирование, специально для администрирования, в том числе всех конкурсов. Ну, всем спасибо, рада была видеть, слышать. Главное, у нас запись ведется, мы обязательно все завтра направим. Даже можем не сегодня сделать рассылку. Посмотрим, как наш технический сопровождение это сделает. Еще у нас